Дорогие друзья, всем привет! Итак, мы с вами в прошлый раз остановились в середине второй части «Страстей по Матфею». Это великой партитуры, действительно, без преувеличения. И сегодня мы попытаемся дойти до конца. Опять же, я напомню, что вторая часть слишком большая, и действительно мы можем просто не успеть, если я буду играть все, поэтому я какие-то арии буду просто сокращать, да? Всех поздравляю с праздником Светлой Пасхи, всех, кто принадлежит к христианской религии, Христос воскресе, а тем, кто принадлежит к мусульманской религии, тоже желаю всего самого светлого, самого доброго, и скоро тоже большой праздник будет в этой религии, да, не помню, через неделю где-то надо будет посмотреть точно, да. В общем, всем желаю всего самого светлого, самого доброго, желаю, чтобы в вас действительно воскресла самая высшая природа, самое лучшее, что есть внутри вас. Итак, друзья, мы в прошлый раз остановились на том, что евангелист говорит от имени, от имени евангелиста, собственно, да, тенор говорит от имени евангелиста, что же мне делать с Иисусом, именуемым Христом? Он сказали, кого освободить? Спросил его народ, он спросил, кого освободить, народ сказал Варавву, да? И что же сделать с Иисусом, именуемым Христом? Они сказали, распни его, и после этого у нас была прекрасная ария с флейтой, помните соло, да, 58, номер ария сопрано. После этого, вот мы там, собственно, остановились, и после этого происходит следующее. Значит, кары страшного суда надо мной не тяготели, вот это ария сопрано поет. И еще раз евангелист говорит от имени евангелиста, собственно, да, тенор, но они еще громче закричали, то есть народ, вот на чем мы остановились, но они еще громче закричали, пусть будет распят. И повторяется вот эта тема. Смотрите, крестная, сначала речитатив. Лас инкройцибен, пусть будет распят. Пилат, речитатив дальше, видя, что ничего не помогает, но буйство делается все больше, взял воды и перед народом умыл руки, говоря, «Я не повинен в его крови, ответ на вас». И весь народ сказал, «Кровь его на нас и на наших детях». Вот эта вот кровь его на нас, это будет такая опять моторная, немножко как будто неестественная, запутанная такая музыка, да, от имени хора. С большим количеством модуляций, вы сейчас это все услышите, кровь его на нас. Вот играю этот фрагмент. Я не виновен, Пилат. И они закричали, кровь его на наших руках.
Тогда он отпустил им Варавву, а Христа отдал после бичевания распять на кресте. И после этого следует потрясающий речитатив. Я попробую, насколько это возможно, сыграть. И ария альта. Очень красиво это все звучит, это струнный оркестр играет. Речитатив. «Помилуй Бог, вот связанный стоит Спаситель, как бьют его, бичуют, ранят. Убийцы, руки прочь, неужто вас не тронет боль и вид душевных тяжких мук? Есть сердце и у вас, как плаха грузное оно, и тверже плах любых, смиритесь, стойте все». Вот это играю речитатив евангелиста и речитатив перед арией. Тогда он отпустил им Варавву, а Христа отдал после бичевания распять на кресте. Речитатив альта. Помилуй Бог, вот связанный стоит Спаситель, как бьют его, бичуют, ранят, убийцы, руки прочь, неужто вас не тронет боль и вид душевных тяжких мук? Есть сердце и у вас, как плаха грузное оно, и тверже плах любых, смиритесь, стойте все. Видите, насколько вот это выражено здорово в оркестре, я играл вам все вместе, а если вот поиграть только аккомпанемент, например, видите, все время что-то тяготеет такое, груз. Это действительно здорово сделано. После чего идет потрясающая ария альта «Können Tränen meiner Wangen». «Если слезы только льются и напрасны, сердце вырвите мое, а вослед потоком слезным досочится кровь из раны, к чаше жертвенной стечет». Еще раз читаю. «Если слезы только льются и напрасны, сердце вырвите мое, а вослед потоком слезным досочится кровь из раны, к чаше жертвенной стечет». Напоминаю тем, кто не смотрел, да, предыдущие эфиры, почему такие, кажется, нестандартные переводы, вот я читаю, да. Михаил Александрович Сапонов, вот выдающийся, это ведущий баховед в мире, он завкафедрой, один из ведущих, завкафедрой Московской консерватории по истории зарубежной музыки, он сделал эти переводы, они являются эквиритмическими, это значит равное количество слогов. То есть вот этот перевод можно взять, подставить под арию, под эту, и все слова, все слоги будут совпадать. То есть можно взять и петь. Поэтому такой немножко как бы нестандартный, кажется, текст. Да? И посмотрите, как здорово здесь в этой арии вот льются слезы. Такая какая-то грусть, светлая с одной стороны, но с другой стороны в ней действительно много скорби. Вот послушайте. Видите, стекает.
Ну и так далее, да? Вот еще поиграем немножко. Послушайте, вот слезы как будто капают. И так далее. Да, сегодня мы будем с пропусками идти, потому что очень длинный получится иначе эфир. Вот такая вот сильная ария со струнным оркестром, ария альта. Дальше следует евангельский речитатив. Тогда воины наместника, увидя Иисуса в приторию, столпились вокруг него целой когортой. Раздев его, они накинули на него алый плащ и сплели венок из терния и надели ему на голову, и вложили ему в правую руку тростник, и, преклоняя перед ним колени, насмехались над ним, приговаривая: «Привет тебе, о царь иудейский». Вот «Привет тебе, о царь иудейский» — это будет реплика хора, опять же такая моторная, жесткая, да, очень. И после этого перед хоралом евангелист говорит: «И плевали в него, и взяли тростник, и били его по голове». И вот здесь вот они ему говорят: «Привет тебе, о царь иудейский». И плевали в него, и взяли тростник, и били его по голове. После чего в стык сразу следует хорал. Чело в крови и ранах, на нем кощунство боль, глумливое убранство, терновник, как венец. Давно над ним сияли и слава, и почет, теперь его позорят. Склоняюсь пред тобой, а твой высокий образ тревожил и пугал большую власть мирскую. Но как он осквернен, но как поблек твой облик, и кто твой ясный взор, сиявший несравненно, постыдно помутил. Такой очень скорбный хорал, нестандартный немножко для Баха, здесь очень много минорной тональности, послушайте. Звук прибавлю.
Чистое совершенство, чистая красота музыки. 64. Евангельский речитатив. А когда потешились над ним, сняли с него плащ, надели одежды и повели его на распятие. Когда они выходили, им встретился человек из Кирены по имени Симон, которого они понудили нести его крест. И здесь как будто бы от лица Симона, но, конечно, это очень условно можно сказать, да, что от лица Симона, но идет речитатив и ария басса. Сначала речитатив. «О да, свершилось, наши плоть и кровь идут на крестный путь, и чем вольготнее душе, тем тяжелей понять». Вот это речитатив басса, очень красивый. Ария баса, она очень длинная, да, я вам тоже достаточно большой кусочек сыграю, иначе мы не успеем, но не целиком. Ария баса с виола да гамба потрясающая. Вот если помните, у нас была уже с виолой да гамба, когда языки пламени жгли, да, в предыдущем эфире я вам играл. Вот здесь похожий у виола да гамбы ритм, но он символизирует немножко другое. Ария баса ком зюсе скроить. «Приди, явись, мой крест желанный, Иисусе, мне его отдай, а станут страсти в тягость мне, тогда нести мой крест поможешь». Значит, здесь такой нисходящий очень ритм. Вот «Приди, явись, мой крест желанный». Послушайте. И бас я играю на октаву выше, да? Видите, как будто крестный ход. Такая музыка нисходящая, тяжелая, уводящая куда-то. И так далее, да? Идет вот эта ария очень длинная, очень напряженная. Еще раз, вот, «А станут страсти в тягость мне, тогда нести мой крест поможешь». Вот эта вся фигурация, видите, очень такая тяжелая, но слышно, что это как кара какая-то.
человек не может, да, избавиться от чего-то. Вот, очень, очень здорово это сделано, это очень красивая длинная ария. Двигаемся дальше. «И когда пришли они на место, называемое Голгофа, что означает лобное место, давали они ему пить вино, смешанное с желчью, и он, отведав, не захотел пить. А распяв его, стали делить между собой одежды, бросая жребий, дабы исполнилось, что сказано через пророков. Разделили одежды мои между собою, и об одеянии моем бросили жребий. И они сели там и стали его сторожить, и поместили над головой его надпись с указанием вины: «Это Иисус, иудейский царь». Тогда распяли вместе с ним двоих разбойников, одного по правую руку, другого по левую. А кто проходил мимо, хулили его, качая головами и приговаривая. Вот до сюда я сейчас сыграю этот длинный речитатив, и потом пойдут реплики хора. Кто проходил мимо, хулили его и, качая головами, приговаривали. И здесь будет два хора, я сейчас их сыграю, да, вперемешку с речитативами. Хоры поют. «Ты, что можешь разрушить храм и в 3 дня восстановить его, спаси самого себя, если ты Сын Божий, и сойди с креста». Дальше опять речитатив. Подобным же образом глумились и первосвященники вместе с книжниками и старейшинами, говоря, и опять хоры поют. «Других спасал, а самого себя спасти не может. Этот царь Израиля пусть сойдет сейчас с креста, и мы уверуем в него. Он уповал на Бога, пусть Бог теперь избавит его, если он ему угоден. Ведь он же сказал, что он Сын Божий». Вот обратите внимание, какая, опять же, здесь неестественная моторика такая. Ну, конечно, она естественная, она совершенная, но насколько напряженное количество тональностей. Такое ощущение, что народ сам не понимает, что он говорит. Какое-то безумие происходит. Речитатив. И вот опять хоры говорят: «Других спасал, а самого себя спасти не может».
Баха такой ход, потом это будут все композиторы дальнейшие, особенно Мендельсон будет любить. Вот в конце hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Он сказал, я есть Сын Божий. Посмотрите, как это сделано, да? Он есть Божий Сын. Вдруг унисон взялся. Действительно потрясающее, очень, очень редкое для Баха явление. Он сказал, я есть Божий Сын. Действительно потрясающе это сделано, да? Двигаемся дальше. Идет евангельский речитатив. Также и разбойники, распятые вместе с ним, поносили его. После чего пойдет ария альта. И речитатив ария альта «Ах, Голгота, унзельгес Голгота». Значит, Голгофа, место мук, да? Место мук. Голгофа, ах, Голгофа, место мук, Господь всеславный здесь замучен будет насмерть. Всю мировую благодать здесь как проклятие пригвоздят. Создателя земли и неба лишат и воздуха, и тверди. Невинность виноватой гибнет. Моя душа потрясена. Голгофа, ах, Голгофа, место мук. Это речитатив, сначала речитатив, потом будем играть арию с двумя гобоями да качча. Потрясающей красоты музыка. И дальше вот здесь обратите внимание, какое окончание на органном пункте. И дальше на этом будет построена невероятной силы и красоты ария альта с хором. Значит, здесь, как вы помните, уже было в страстях такое, да, несколько вариантов таких хоров, когда поет солистка или солист, и ему вторит хор, спрашивает. Вот здесь поет альт. Посмотрите, Иисус к людям руки распростер. К нам. Куда? Хор спрашивает, альт отвечает. В его объятия. Ждите милости спасения. Ждите. Хор спрашивает, где? Альт. В его объятиях. Здесь вам жизнь, покой и смерть. Сиротливые птенцы. Все здесь. Хор спрашивает, где? В его объятиях. Потрясающая ария. Я вот сейчас вам покажу. Помните, я вот неоднократно привожу в пример, да, может быть, уже даже некоторым надоело, Брамса, вот эту руку Божью, когда у него фуга идет, да, в третьей части немецкого реквиема. Вот здесь у Баха вообще органный пункт, я сейчас вам сыграю, послушайте. Невероятная, конечно, невероятную символику имеет. Он держит как будто действительно в какой-то, либо в Божьей руке, либо над всем тяготеет общий какой-то, вот в хорошем, божественном смысле фатальность, как будто за нами кто-то стоит все время. Это действительно потрясающе выражено. Посмотрите. Я сейчас остановлюсь. Смотрите, это действительно потрясающе. Вот аккорд, а внизу идет органный пункт все время, да? Но еще раз сыграю.
Хор. И вот таким образом это идет дальше, да? Да, и так далее. Хочется до конца, конечно, сыграть, сейчас просто у нас времени нет. Да, вот посмотрите, я просто еще раз напомню. И Иисус к людям руки распростер, к нам куда? В Его объятия. Вот это действительно как будто идут Его объятия. Очень такая музыка уже становится к концу страстей, не столько даже красивая, сколько действительно мистическая и таинственная. Просто действительно уникально. Это уникально. Итак, двигаемся дальше. 71. Речитатив евангельский. «И от 6 часа до часа 9 сделалась тьма по всей земле». Вот это вот, понимаете, когда он, вот именно смерть Иисуса идет, да, происходит, и вот такая Божья рука сверху. Ну, действительно, у меня вот мурашки по коже, я когда это говорю, потому что это действительно невероятно. Вот что-то происходит, вот этот момент жертвы Бах выразил совершенно запредельным образом. Это ни один композитор больше за всю историю, по крайней мере до сих пор, ни одному композитору выразить такое не удалось. От 6 часа до часа 9 сделалась тьма по всей земле, но около 9 часа возопил Иисус громким голосом: «Или, Или, лама сабхвани». Это означает: «Боже мой, зачем ты оставил меня?» А некоторые из тех, что стояли там, услышав это, говорили, и хор, реплика хора: «Он Илью зовет». И один из них тотчас побежал, взял губку и, окунув ее в уксус и водрузив на трость, дал ему испить. А другие говорили: «Оставь, посмотри, придет ли Илия спасать его». Но Иисус еще раз, возопив громким голосом, испустил дух. И после этого идет хорал. Вот играем насквозь вот это место. Что означает? Почему ты оставил меня, да? И вот здесь вот поет хор, он Илью зовет. Речитатив. И вот здесь опять. А другие говорили: «Оставь, посмотри, придет ли Илья». Вот это. Но Иисус еще раз, возопив громким голосом, испустил дух. И идет
евангельский речитатив сразу. После этого я сейчас еще раз стык сыграю. Не речитатив, извините, хорал, еще раз сыграю в стык. Когда уйду навеки, лишь ты не уходи. Когда меня не станет, лишь ты заменой будь. Когда подступят к сердцу смятение и дрожь, дай вырваться из страха терзанием твоим. Вот я играю этот стих. Послушайте, какой тонкий хорал. Значит, и еще раз возопив громким голосом и спустил дух. И дальше потрясающий речитатив, который после, ну, особенно в 20 веке, когда было возрождение такое, да, Баха началось, и его как только не оркестровывали, и с медными духовыми, и с тубой, и со всем чем угодно, потому что здесь речь идет о следующем. И вот завеса во храме разодралась надвое. Но у Баха в оригинале бас континуо, и, ну, то есть клавесин, да, и орган здесь. Я на рояле, насколько это возможно, изображу. Значит, речитатив. И вот завеса во храме разодралась надвое, и сотряслась земля, и рассеклись скалы, и отверзлись гробницы, и восстали многие тела усопших святых, и вышли по восстании своем из гробниц, и вошли в святой город, и многим являлись. А центурион и его воины, которые стерегли Иисуса, увидев землетрясение и все, что происходило, устрашились, говоря: «Этот человек был воистину Сын Божий». Завеса в храме раздралась. Этот человек был воистину Сын Божий. Дальше речитатив евангельский. «И было там много женщин, смотревших издали. Это были те, которые выходили за Иисусом от Галилеи, служа Ему. В числе их была Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосифа, и мать сыновей Завидеевых. А когда наступил вечер, пришел богатый человек из Аримафеи по имени Иосиф, который и сам поучался у Иисуса. Явившись к Пилату, он просил тело Иисуса. Тогда Пилат распорядился выдать». Вот этот речитатив играю.
речитатив и ария баса. Я попробую просто изобразить, да, как это приблизительно звучит речитатив, потому что его надо, конечно, на двух инструментах играть. Речитатив. В прохладе на закате дня Адамов грех открылся нам. В вечерний час его Спаситель проклял. В вечерний час летит голубка, приносит лист оливы в клюве. Пора красот, о вечер дивный, и миром уговор для Бога свят. Иисус теперь свой крест пронес, и свой найдет покой. Душа моя, прошу тебя, иди и принимай Иисуса в смерти. О помысел благой и драгоценный. Здесь тоже все время такие идут фигурации оркестра, я вот наиграю, как будто символизирующие, с одной стороны, упокоение, вот действительно вот эту птичка приносит, голубка, да, лист оливы в клюве, успокоение, а с другой стороны, какое-то ощущение продолжения, понимаете, вот продолжение вверх, как будто все только начинается либо для Иисуса, да, либо для нас. Там вот такие фигурации. И бас поет. Ария баса. Mache dich mein Herz rein. Сердцу очищения час. Сам Иисуса схороню я, пусть отныне Он во мне впредь и впредь обретет успокоение. Прочь весь мир, Иисус войди. Здесь два гобоя докача, они имеют такой потрясающе тонкий тембр. Вы знаете, когда его слушаешь, я вот рекомендую аутентичные записи, да, такое ощущение, что что-то в самую глубь души проникает и разворачивает фольгу и добирается до сердца. Вот это звучание просто потрясающе. Ну и ария здесь вне всяких, абсолютно вне всякой конкуренции. Я опять же сыграю не целиком, потому что нам не хватит времени дойти до конца. Смотрите, какая музыка философская под конец становится, да? Несмотря на трагедию, но это я вам сейчас объясню, в чем здесь дело. Бах оттягивает момент финала.
И так далее. Дальше еще вторая, реприза будет, да, у Арии. Действительно, вот такое глубокомысленная поступь, такая ведущая к философскому размышлению. Я вам сейчас объясню, мы, когда дойдем до конца, с моей точки зрения, вот этими двумя последними ариями Бах оттягивает как бы, в какой-то степени трагедию, которая все-таки наступает в конце. Сейчас мы до этого дойдем с вами. Дальше следует евангельский речитатив. «И, взяв тело, Иосиф завернул его в чистую льняную ткань и положил его в новой, принадлежавшей ему гробнице, которую высек в скале, и ушел, привалив к двери гробницы большой камень. И были там Мария из Магдалы и другая Мария, сидевшая напротив гробницы. А поутру в тот день, который после пятницы, собрались к Пилату первосвященники и фарисеи, говоря», и дальше пойдет хор, «Господин, мы припомнили, что когда обманщик тот еще был жив, он сказал, через 3 дня восстану. Так прикажи до 3-го дня охранять гробницу, чтобы ученики его не пришли и не украли тело, а то скажут народу, он восстал из мертвых, и будет последующий обман горше предыдущего». Речитатив. Дальше вот этот вот хор фарисеев, да, которые говорят, он восстал из мертвых и будет последующий обман горше предыдущего. Опять это моторная такая баховская, жесткая вот здесь музыка идет, посмотрите. Сказал им Пилат, стража у вас, ступайте, охраняйте, как знаете. А они пошли и поставили у гробницы стражу и приложили к камню печать. После чего идет речитатив, сопрано, альта, тенора и баса, все солисты поют с хором. Сейчас вот этот кусочек маленький речитативный и пойдем дальше. Пилат. Этот вот речитатив всех солистов. Поет бас. Теперь Иисус обрел покой. Дальше идет хор. Иисус спокойно спит. Тенор. Уходит боль, ее чинил вселенский грех. Хор. Иисус спокойно спит. О прах благой священный, вот мой удел и плач и покаяние. Мое падение всему виной. Опять хор. Иисус спокойно спит. За боль твою благодарений впредь не счесть. За дар моей душе, за благодать. Это сопрано и опять хор. И Иисус спокойно спит.
эпизод, и начинается хор. Заключительный хор, дорогие друзья, вот у нас осталось несколько минут, я опять буду играть до конца этот хор, не буду прерываться, да, у нас осталось 5 минут. Просто хочу сказать, что, еще раз я сыграю окончание, вот в чем смысл, так сказать, последнего хора. Евангелие по Матфею, как вы знаете, ну, по Луке, тоже по Марку, они отличаются от Евангелия от Иоанна, особенно по Матфею, оно объективно более такое человеческое, да, более направлено на подчеркивание именно трагедии в каком-то смысле, ну, в определенном, да, не целиком, конечно, но в отличие от Евангелия по Иоанну, где сплошная символика идет, да, и притчи, в общем-то, все, что там происходит. И здесь вот последний хор, несмотря на такой философские предвещающие арии, он, конечно, абсолютно скорбный. И он как бы подчеркивает нам как будто бы трагедию Иисуса в плане его жертвы человеческой, которая была сделана, да? Действительно невероятной силы, вы сейчас это сами все услышите. И мне кажется, Бах это сделал, чтобы в каком-то смысле, ну, потрясти, что ли, людей, воззвать к голосу души, к голосу духа, разума, чего хотите, да, интеллекта, и встать, как говорится, на праведный путь, да, чтобы это действительно потрясло. Потому что последний хор, я сейчас его буду играть целиком, это действительно запредельной силы произведения. Там участвует 2 хора. «Мы все в слезах к тебе склонимся, ко гробу голос устремлен. Спи в покое, мирно спи, спи, иссохнувшее тело, спи в покое, мирно спи. И хотя могильный камень лег на трепетную совесть, он отныне будет пухом и подушкой и постелью для измученной души. Спи в покое мирным сном, и в божественном блаженстве здесь теперь сомкнутся веки. Мы в слезах к тебе склонимся, ко гробу голос устремлен. Спи в покое, мирно спи». Я сейчас буду играть без остановок, чтобы уже закончить, да, на этом хоре. Вы сможете на YouTube или на моем канале Facebook целиком посмотреть, потому что у нас может время эфира просто закончиться с вами. И на следующей неделе анонсирую, что мы начинаем на 2 недели «Страсти по Иоанну» более подробно, потому что здесь мне пришлось, видите, даже не целиком играть арии, что-то пропускать, а я бы мог еще много порассказывать, чего с точки зрения музыки и баховского гения. Итак, я играю предшествующие слова этого хора «Иисус, спокойно спи», последняя реплика, и сам хор «Мы все в слезах к тебе склонимся». Wir setzen uns mit Tränen nieder. Завершающая реплика.
Вот таким образом, дорогие друзья, я даже, наверное, еще раз все-таки загружу эфир и сыграю для Инстаграма еще раз этот последний хор, потому что жалко, что там людям не всем удалось это посмотреть. Я сейчас еще раз выйду в прямой эфир на Инстаграм, потому что действительно это невероятной силы хор, два хора, и здесь, конечно, ну, признание абсолютное какое-то Бога идет. Ну, действительно невероятно. Вот такие вещи, они просто дают возможность смотреть на мир другими глазами совершенно. Я вот сейчас жду, пока у нас добавятся снова люди в прямой эфир. Я еще раз говорю, что да, я еще раз сыграю последний хор, потому что это действительно, ну, запредельной силы вещи. Вот сейчас подождем минуточку, пока люди добавятся. Действительно, это потрясающе. Поэтому я сыграю для Инстаграма, попробую еще раз прочитать это. Покойся с миром
Вот таким образом, дорогие друзья, завершаются страсти по Матфею на такой ноте очень философской, да, подчеркивающей как бы произошедшее страдание в конце и наводящие на очень серьезные размышления. Представьте, да, в протестантской церкви это служба целая была, то есть, да, первая часть, потом проповедь, и потом вторая часть, то есть это порядка 3,5 как минимум часов, а то и 4 вместе с проповедью могло идти, да. Ну, действительно, это мощнейшее полотно, мощнейшее. Его, конечно, даже если только им заниматься всю жизнь, никак не раскопаешь глубины, все шифры и все, что здесь заложено в каждом такте. Действительно, это совершенно потрясающе. Достаточно вот этой одного такта, да, посмотрите. Все, а вот эта вот черта баховской музыки, какая-то, как не апокалипсис, это как фатальность, но в таком божественном смысле, вот над всем, как будто Божья рука. И надежда. И опять. Ну, действительно, это невероятно просто. И как оно заканчивается вот на этом задержании к до минору. Это, ну, просто... Просто невероятно. Это, конечно, та музыка, после которой жить как прежде невозможно. Это то, что в нас раскрывает такие глубины, после чего мы не можем уже смотреть на мир действительно теми же самыми глазами. Это тотальное переосмысление, то, ради чего мы живем. И эта музыка, конечно, является, ну вот лично для меня, если хотите, чем-то таким, указывающим конкретно, детально и в прямом смысле на бренность земной именно жизни. Не в том смысле, что ее не надо жить, а на то, что земная жизнь как бы подчинена тому, чтобы из нее сделать райский сад и снова вернуться, да, но это только средство, никак не цель, земная жизнь, да, и вот это, мне кажется, Бах вот эту идею очень здорово воплотил, то есть то, куда человек на самом деле должен стремиться. Для меня это произведение является действительно запредельным, и я надеюсь, что мы его обязательно исполним, и с нашим оркестром, с Национальным симфоническим есть такие планы, вот я уже говорил, это нужно помимо приглашения там солистов и хоров, да, у нас есть люди, которые готовы сесть на жильные струны и сыграть это, но это действительно целая история, еще нужны барочные некоторые инструменты, но в принципе в планах такое есть, то есть это теоретически это выполнимо, так что посмотрим. А вообще, конечно, есть множество записей прекрасных, слушайте, наслаждайтесь. Вот я многим высылал, да, последнюю запись Ван Фельдхофена «Баховское общество», люди, которые только Баха играют и этим занимаются. И на современных инструментах, вы знаете, есть прекрасные записи тоже, они тоже по-своему хороши, безусловно, можно сыграть, допустим, Гевандхаус играет просто на современных смычках, инструментах, настрое, но с определенной долей стилистики, конечно, в плане вибрато совершенно пересмотрено, отпускание звука и так далее, манеры. Тоже интересно звучит, но когда это звучит на аутентичных инструментах, ну, для меня это запредельно. Вот именно чувствуешь все равно, как бы то ни было, Бах, несмотря на всю вот эту совершенную какую-то математику, высшую в своей музыке, какую-то божественную математику, он рассчитал, конечно, с точки зрения нот, так что ни одна нота не может находиться на другом месте, чем она находится. Но, несмотря на это, еще и тембры все-таки у него были в голове, и вот эти гобои да качи, виола да гамба, боже мой, это звучит умопомрачительно, это просто сносит, действительно сносит, когда ты это слышишь. Вот. Так что, дорогие друзья, большое всем спасибо за всю эту неделю. Я очень рад, что удалось, хоть и поверхностно, но познакомить вас со страстями. Мы хотя бы прошлись по тексту и примерно познакомились, да, с музыкой. Слушайте. Еще раз всех поздравляю с праздником Светлой Пасхи. Всех благ. Слушайте Баха. Это действительно музыка, которая дает то духовное, что, наверное, ни один больше композитор дать не может в такой степени. Дорогие друзья, еще раз всем огромное спасибо и всех с праздником. До новых встреч!